Российские и чеченские войска начинают разъединение. Стороны договорились о том, что возможные провокации в период развода не будут восприняты как нарушение договора, а сами провокаторы будут выявляться совместными усилиями и при необходимости передаваться друг другу. Подробности сообщает Рамзан Хаджиев. Сегодня в 10 утра под контролем двух смешанных комиссий началось разъединение российских и чеченских воинских формирований. Каждая из сторон должна была отойти от Асинского поста соответственно на 8 километров. Когда тяжелая бронетехника вышла из укрытия и двинулась на места новой дислокации, за дело взялись саперы. Шло разъединение полей. Впервые за дни военного противостояния я наблюдал непринужденное общение между российскими и чеченскими военнослужащими. Что же касается территориального кризиса, и российские и чеченские стороны констатировали, что определение границ между Чечней и Ингушетией – это внутреннее дело двух родственных народов. Сергей Шахрай, однако, предупредил, что любые провокации против российских подразделений, осуществляющих режим чрезвычайного положения, могут повлечь за собой пересмотр достигнутых ранее соглашений. В самой же Чечне кризис у ее границ вызвал острую внутриполитическую борьбу, суть которой заключалась в разном подходе к урегулированию конфликта. И в этой связи показательна история с полномочиями первого вице-премьера Мамадаева, который был главой делегации на переговорах. Однако полномочия были подтверждены только вчера Джагаром Дудаевым. Рамзан Хаджиев, телевизионное агентство «Война». Поздно вечером во Владикавказе состоялась встреча заместителя председателя Верховного Совета России Юрия Ярова, генерального прокурора Валентина Степанкова с народными депутатами всех уровней. Во встрече принял участие глава Временной администрации Сергей Шахрай. ИТАР ТАСС передает из Грозного вчера вечером представители России и получившая полномочия от Джахара Дудаева делегация Чечни подписали в Назране окончательное соглашение о разъединении российских и чеченских войск. По этому соглашению обе стороны сегодня утром начали одновременный отвод своих воинских формирований вглубь Ингушетии и Чечни. Сегодня утром в Москву вылетел председатель комитета по иностранным делам чеченского парламента Юсуп Сасламбеков. Ожидается, что он встретится с Сергеем Станкевичем и, возможно, с президентом России Борисом Ельциным. Как сообщили сегодня корреспонденту ИТАР ТАСС в штабе Временной администрации, на территориях Северной Осетии и Ингушетии за истекшие сутки нарушался режим чрезвычайного положения. В результате нападения на сторожевой пост в Северноводске и армейские склады в районе населенного пункта Михайловское ранено 2 военнослужащих. В селе Октябрьское обстрелян наряд милиции. Сегодня утром Сергей Шахрай провел совещание с руководством Северной Осетии и представителями оперативной группы войск России. А затем он выехал в Назрань, где ознакомился с обстановкой в зоне действия режима чрезвычайного положения, а также встретился с лидерами ингушского народа. Как стало известно из источников, близких к Верховному Совету Северо-Осетинской Республики, сегодня во Владикавказ прибывает заместитель председателя парламента Российской Федерации Юрий Яров. Тем временем в столицу Северной Осетии прибывают дополнительные российские воинские подразделения. Эти части должны поддерживать порядок в пригородном районе. Одновременно приступили к работе работники прокуратуры, которые расследуют уголовные дела на территории республики.